Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии Аллела Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Возвращение к корням. Этой мечети уже более 500 лет. Местные жители постарались восстановить ее в том виде, в котором ее основали предки. В селе Макажой состоялся ежегодный сход представителей одноименного тайпа. Новая точка притяжения для жителей Гудермеса. Парк «Место сильных», ставший победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. В городе идет строительство парка, который станет современным пространством для отдыха. Журналисты сменили студии на природные тропы. Пейзажи, правда, завораживают. Что горы, что башенные комплексы. Даже вот сама атмосфера, воздух, который тебя окружает, просто не описать словами. Представители СМИ отправились в пресс-тур к башенному комплексу в Никорой. Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале сообщил, что Российскому университету спецназа имени Владимира Путина исполнилось 13 лет. По словам Рамзана Кадырова, с момента создания прославленной кузницы героев она стала одной из самых известных в мире профессиональных центров подготовки сил специального назначения. Расположенный в городе Гудермесе учебный центр сравнительно небольшой период успел занять почетное место в истории развития высококлассных специалистов-инструкторов, которые в последние годы успешно передают свои навыки и знания молодым сотрудникам правоохранительных органов, а также всем желающим познать военное дело. Новое имя, новый стиль и неизменные традиции и качества. Сеть ресторанов-кондитерских «Париж» продолжает свою историю под брендом «Марзо». В Шали обновленный бренд презентовали в праздничной атмосфере. На месте событий работал наш корреспондент. Любимое место жителей и гостей Шали открыло новую страницу своей истории. Теперь ресторан-кондитерская встречает посетителей под названием «Марзо». Изменился фирменный стиль, но неизменными остались качество, уютная атмосфера и традиции гостеприимства. Это событие здесь решили отметить праздничным музыкальным вечером. Всего таких точек 5 по региону. Эта локация почти 9 лет находится в одном из высотных комплексов Шали. Разнообразное меню объединяет блюда национальной и европейской кухни. Особое место в нем занимают фирменные десерты, которые за годы полюбились многим посетителям. Ресторан-кондитерская расположена в самом центре города, откуда открывается потрясающий вид. Именно поэтому заведение давно стало главной точкой притяжения для жителей и многочисленных туристов. Здесь нередко останавливаются путешественники, которые знакомятся с регионом и увозят с собой только теплые воспоминания. Салат, очень вкусный. Мы с города Новосибирска приехали первый раз вообще в Чечне. Меняются названия, обновляется стиль, но ценность любого заведения определяют люди, которые вновь и вновь выбирают именно его. Этот вечер стал знаком признательности постоянным посетителям, благодаря которым у Марзо уже есть своя большая семья. Шейлера и опуза чохаза хол атмосферно хол сих се бэушчарт подружкса я его сохузе обслуживание чодикё я амша чодик хол. Весь праздничный вечер сопровождался выступлениями артистов Чеченской Республики. Для одних это стало поводом вновь собраться всей компанией и семьей, для других открыть для себя Марзо уже в новом образе. И хотя название изменилось, философия гостеприимства, которой начиналась эта дорога 10 лет назад, продолжает жить в каждой детали. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести Чеченская Республика.
Мода, вдохновленная воспоминаниями. Новую коллекцию «Ностальгия» представил модный дом «Фирдаус». Презентация объединила ценителей бренда и тех, кто хотел вновь окунуться в атмосферу прошлых десятилетий. Почему эпоха 80-х, 90-х вновь стала актуальна, расскажет Мадина Кураева. Под знакомые мотивы прошлых десятилетий и в окружении архивных фотографий начинается путешествие в эпоху, которую многие вспоминают с особым теплом. Новая коллекция модного дома «Фирдаус» под руководством Айшат Кадыровой получила символичное название «Ностальгия». История рассказана языком современной моды. В центре внимания 15 новых образов. Дизайнеры переосмыслили эстетику 80-х и 90-х годов, сохранив узнаваемые силуэты и настроение той эпохи, но наполнив их современными деталями, благородными тканями и фирменным стилем бренда. Маленькая девочка, та самая, которая когда-то была каждой из нас. Она с восхищением смотрела на маму, примеряла ее платье и мечтала однажды стать такой же красивой. Каждая деталь вечера продолжила общую идею. Музыкальное сопровождение, оформление пространства, архивные фотографии – все создавало атмосферу, в которой гости словно возвращались в прошлое. Даже фуршет стал частью концепции. Специально для презентации были подготовлены авторские десерты и напитки, вдохновленные эстетикой 90-х. С каждым разом масштаб, продуманность, она меня впечатляет. В этот раз есть моменты, которые я прям забираю с собой в душе, в сердце. И это как минимум финальный образ. Та самая маленькая девочка, которая действительно живет в каждой из нас. И в детстве мы же мечтали, да, примерить мамино платье, попользоваться ее помадой. Быть такой же красивой, милой, невероятной, как она. Потому что мы вдохновлялись именно ею. Самая главная женщина нашей жизни. И вот сейчас есть возможность примерить эти образы, потому что та мода, которая была тогда, действительно врывается в нашу жизнь. И мы можем, благодаря Фирдаус, приобрести те вещи, которые, мне кажется, будут продолжать как-то наполнять душу теми воспоминаниями, которые мы когда-то отложили в сторону. Первыми новую коллекцию увидели постоянные клиенты бренда, друзья модного дома и ценители современной моды. Для многих этот вечер стал поводом вспомнить время, которое объединяет разные поколения. Я являюсь постоянной клиенткой Фирдаус, и этот показ, он прям вот в самое сердце. Обязательно приобрету себе образы для себя, для мамы. Знаете, это под старину, но с нотками современности. Очень круто, просто браво. Это рассказ о памяти, семейных традициях и ценностях, которые не теряют актуальности. Через крой, фактуры и детали дизайнеры напоминают, прошлое может вдохновлять настоящее, оставаясь частью нашей повседневной жизни. Естественно, ты помнишь 80-е, ты помнишь 90-е, как одевались ваши мамы, бабушки, как будто тебя вот перенесли в это время. И ты реально себя почувствовала маленьким, беззаботным ребенком, который гордился и восхищался и стилем, и образом своей мамы. Коллекция «Ностальгия» доступна в бутике Фирдаус и на официальном сайте модного дома. А значит, каждый желающий сможет прикоснуться к эстетике времени, которая спустя десятилетия продолжает находить отклик в сердцах людей. Мадина Кураева, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В избирательной комиссии Чеченской Республики состоялось очередное заседание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим выборам. В ходе работы был зарегистрирован список кандидатов в депутаты 6-го созыва, выдвинутый Чеченским региональным отделением партии «Единая Россия». В него вошли 62 человека. Также избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов, выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР. В соответствии со статьями 42 и 43 Закона Чеченской Республики о выборах главы Чеченской Республики,
Предлагается утвердить порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатного платного эфирного времени, предоставляемого региональной государственной организацией телерадиовещания, зарегистрированным кандидатом для проведения предвыборной агитации при проведении выборов главы Чеченской Республики. На завершении заседания члены комиссии утвердили порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатного и платного эфирного времени по печатных площадей для проведения предвыборной агитации. В избирательной комиссии Чеченской Республики прошло заседание, где мы рассматривали вопросы регистрации списков кандидатов на выборах депутатов парламента. Были представлены два списка. Это список кандидатов, выдвинутых политической партии «Единая Россия», а также список кандидатов, выдвинутых политической партии ЛДПР. «Единая Россия» в списке кандидатов выдвинула 62 кандидата, а ЛДПР в списке кандидатов выдвинула 47 кандидатов. Макажой – одно из древнейших сел Чеченской Республики, где бережно сохраняют память предков и традиции поколений. Там ежегодно проходит сход представителей одноименного тейпа. Об очередной встрече в сюжете моего коллеги. Макажой – это старинный чеченский тейп, входит в союз родов Чеберлой. Название происходит от старинного слова «макаш». Так назывался острый клин из воинов с копьями для атаки врага. Огромное количество представителей собрались в селе Макажой на ежегодном сходе. Представители рода прибыли из разных районов. Это древнейшее село считается самым центром. Отсюда тейп берет свое начало. Мечеть построена в 2014 году. И с тех пор встречи людей разных возрастов для участия в религиозных мероприятиях совершаются каждый год. Это место уникально своей природной красотой. Со всех сторон окружают красивые горы. В самом центре величественно расположена святыня и традиционная Вайнахская башня. Верующие совершили коллективную молитву, затем прочитали мавлид и сделали дуа за благополучие всех жителей субъекта. Председатель Совета старейшин Макажоя Лом-Али Баймурзаев рассказал, что нет ничего ценнее, чем чтить память предков, которые жили в этих красивых местах с чистейшим воздухом и плодородной землей. Войн дон перу президент дон берк докуз дон хади энерг дон тан этүн бакыёс түн контрензан хади дон берк тан тона качы куз дон да газиалин тон светиалин не бу больницу шадол хом дук нехсен дон алхамдулилlah дук дон хундер дон да тан хунду тан вейн тадон ишадер глердер ду ишадер дон вейк хадел хч дон вей дакия дон вей тажем сми хил дон дин лахил вейш мех кдай хил дон дахват дон. Для всех участников религиозного схода этот день олицетворения единства рода и его укрепления. Судя по количеству людей, с каждым разом это удается все сильнее. Очень красивые виды тут. Ну вот вид на горы очень нравится мне. Местная вода очень сильно нравится, холодная, очень вкусная. Да. Здесь на самой высокой точке находится в самом центре мечеть. Это хорошая возможность запечатлеть моменты памятные. Совсем недалеко располагаются исторические древнейшие объекты. Рядом с Зиертом Гади-Шейха остались развалины древнего замка Кизина, останки старейших сторожевых башен Алдам-Гази. А среди них имеется старинная мечеть. Она выполнена в стиле Каабы, находящейся в Мекке. Этой мечети уже более 500 лет. Местные жители постарались восстановить ее в том виде, в котором ее основали предки. В этом месте уникальность в том, что из данного родника
где течет вода, можно совершать омовение чистой, холодной и полезной водой. На сегодняшний день здесь есть постоянное население. Его количество растет. Благодаря поддержке региональных властей созданы условия для комфортного пребывания. История Тейпа Макажой богата и уникальна. Молодое поколение делает все для сохранения и развития родных мест, какими их хотели видеть их деды и прадеды. Турпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Поиски не прекращаются ни на день. Уже 2 недели спасатели, правоохранители и добровольцы обследуют русло реки Аса в надежде найти пропавшего Бекана Аушева. Сложный рельеф и сильное течение значительно осложняют работу. К операции подключились дополнительные силы по поручению Рамзана Кадырова. Присоединилась к поискам и Медина Мударова. Все случилось именно здесь. Это место называют Солнечной Поляной. Она расположена прямо на берегу реки Аса. Бекан Аушев пропал в ночное время суток. Мужчина вместе с другом решил отдохнуть на природе. Уже перед отъездом он наклонился, чтобы просто умыться, и упал в воду. Бурное течение сразу же унесло его. Сейчас уровень водоема снизился. В тот день он был выше на полметра. 21 июля стал роковым днем. После случившегося друг, не теряя ни минуты, побежал за помощью, но было уже поздно. Асинское ущелье тянется на 17 километров, откуда водная артерия соединяется с равнинной частью Сунжинского района. Дно и берега реки завалены крупными валунами и упавшими деревьями. Все это необходимо разбирать, что многократно усложняет процесс поиска. Четырнадцатый день поисков. Спасатели, сотрудники правоохранительных органов и добровольцы делают все возможное, чтобы установить местонахождение. Сразу же привлекли и специалистов-кинологов, но это плодов не принесло. Собака постоянно возвращалась на одно и то же место, туда, где мужчину видели в последний раз. Каждая минута ожидания для близких пропавшего – тяжелейшее эмоциональное испытание. Коглежа, дачуежа, схил дачуежа, хину авиау, что корцуо, что он дитлах, да, шигердян, там, что он корцуо, о мягкмо, вей ночи мягкмо, барыш, сили мягкмо, бож вежериш, а уж ново случай, да, тхон не скача бас, там, делря схаурам зана, что его дейта, но ости, тхон бейта, там, не молду адам, это тхаука, кажешь бы. Для эффективных поисков необходимо основательно обследовать русло, акваторию и прибрежную территорию. Однако имеющиеся силы добровольцев ограничены, поэтому с просьбой о помощи к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову обратилась мать Бекхана, записав видеообращение. Помощь пришла незамедлительно. По поручению руководителя субъекта на место прибыл начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-лейтенант Шарип Делимханов, чтобы ознакомиться с ходом операции. На месте он встретился с начальником управления Росгвардии по Республике Ингушетия генерал-майором полиции Михаилом Буржуевым, заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ингушетии подполковником Имраном Гулиевым, а также с добровольцами. Всегда была вещь на острове, всегда вещь дополнительно умела, любой дрон что техники ла, мосомана вещь такие это, почему Рамзан Ахматович поручение адек на дотозе, да мола, обоа на острове Минка Жебраил Шабек, боа МЧС убодеш, ака, вани скотч аура, истяга вещь хда, икант кару вещь да мола, дел порбанти не кару руане, ака, вай далуш деги цедалуш дег да аусадо, не скотч боа, он дати почему это поручение, это поручение, да на 100% получили. В ходе встречи были рассмотрены результаты уже проделанной работы, определены наиболее сложные участки и уточнен порядок дальнейшего взаимодействия всех сил.
حقيقة بيجري بلي أخانا يجبيتاج أخا مخديانا بركو أول صديق أسخو داو بكتبو داو احتبو داو مالي خلطو المولين شن قمو هيجات شن داو بورميس بكا حلوخ جوكو حلوخ جوا دوكتيش دوي باق أخ يناخ باخ كيفن شانا رمزا حاجينا ديل رزقيل دال سيدول دال شيدول باخن أخوز كوك مل باخن شون ديل رزقيل دال شيدول مثلا دال أسكنت نان دين تدق مخيط Во исполнение поручения главы региона к проводимым мероприятиям подключились сотрудники ОМОН «Ахмат-1» в количестве более 100 человек. Вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Ингушетии они обследуют русло реки. По поручению главы Чеченской Республики мы приехали на помощь в поисках нашего брата Аушу Бекхана. Да, мы будем делать все возможное, чтобы его нашли. Будем стараться. والله وش عكري نواز ده الله هو ده بيساعده يسول ده اللي بروفنس عكري روان ده هو. Сержант полиции, боец ОМОН «Ахмат-1» управления Росгвардии Зумсо Батаев уже второй день наравне со спасателями прочесывает сложные участки, надеясь найти хотя бы одну зацепку. Жители Чеченской Республики принимают активное участие в спасении мужчины. В Ингушетию с первого дня начали съезжаться неравнодушные добровольцы. Поиски продолжаются. Медина Мударова, Атлан Хусаинов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Древние башни, горные пейзажи и история, уходящая в глубину веков. Представители региональных СМИ посетили башенный комплекс Никорой в рамках пресс-тура. О поездке и с какими уникальными памятниками архитектуры познакомились журналисты, узнавал Ахмед Рамазанов. Преодолеть десятки километров по крутым серпантинам непросто, однако захватывающий виды величественных гор за каждым поворотом стоит этих усилий. Для представителей региональных СМИ Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации организовало пресс-тур до башенного комплекса Никорой. После долгой 3 часов поездки мы наконец-таки приехали в Никорой. Это историческое место в Итумкалинском районе. На самом деле пейзажи правда завораживают. Что горы, что башенные комплексы. Даже вот сама атмосфера, воздух, который тебя окружает, просто не описать словами, насколько это абсолютно другие ощущения, особенно если сравнивать с обычным городским шумом, к тому, что мы уже привыкли. Честно говоря, я считаю, что каждый хотя бы раз должен обязательно посетить Никорой, как минимум для себя самого, для своего исторического, скажем так, немножко развития. Этот комплекс – настоящий архитектурный феномен. Сооружение расположилось на высокой гряде. В средние века оно было неприступной цитаделью, важным контрольным пунктом. Главная изюминка комплекса – прекрасно сохранившаяся пятиэтажная боевая башня с пирамидально-ступенчатой крышей. Итумкалинский район – настоящий музей под открытым небом, где сохранились десятки древних сооружений. Никорой – лишь малая часть этого богатейшего исторического наследия. Здесь можно увидеть башни, которые словно стражи времени стояли веками, храня тайны прошлого. Их использовали для проживания, оборонительных и сигнальных целей. Некоторые сооружения совмещали все функции. В медиасфере Луиза Батыжева уже больше 20 лет. За эти годы она успела побывать в самых отдаленных уголках республики и осветить сотни событий. Но Никорой стал для нее настоящим открытием. Здесь опытный журналист оказалась впервые. Я впервые увидела Никоройский башенный комплекс. Очень впечатляет. Хотелось, конечно, забраться повыше, посмотреть поближе башенный комплекс, но немножко я испугалась, не захотела туда забраться, но были коллеги, которые испытали себя на прочность и сделали красивые фотографии, но в целом, даже наблюдая со стороны, очень красивый комплекс, мне очень понравилось, и я советую жителям нашей республики обязательно посещать места, где раньше жили наши предки.
После осмотра местных достопримечательностей участники пресс-тура организовали пикник на свежем воздухе. Самой увлекательной частью программы стала интеллектуальная викторина, в которой журналисты смогли проверить свою эрудицию. В завершении поездки представители СМИ поделились впечатлениями от увиденного. Мы пока ехали, уже видели, какая у нас красивая природа. Мы, в принципе, это и так знали, мы просто не были вот именно в этой части нашей республики. Ну, во-первых, прекрасная природа. Во-вторых, хорошая компания. Несмотря на то, что мы с коллегами общаемся на совещаниях, мероприятиях, природа, она располагает к другому общению. И мы сегодня и разговаривали, и веселились. Этот день подарил представителям СМИ море ярких эмоций и гигабайты редких съемок. Горная тишина, величественные башни и неформальное общение зарядили каждого энергией, вдохновив на новые творческие проекты. Пресс-тур показал, Итум-Калинский район – это не просто точка на карте, а живая история и уникальное наследие. А подобные поездки для журналистов – отличная возможность не только прикоснуться к прошлому, но и стать еще сплоченнее. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Благоустройство городской среды и создание комфортных условий для жителей остается приоритетными направлениями в развитии территории. В Гудермесе продолжается строительство парка «Место сильных», где объединяется архитектура, озеленение и возможности для семейного отдыха. Как продвигаются работы, смотрите в сюжете моего коллеги. На объекте продолжается укладка тротуарной плитки, ведется обустройство прогулочных аллей и монтаж архитектурных элементов. Ежедневно здесь работают десятки специалистов, чтобы завершить благоустройство в намеченные сроки. Совсем скоро в Гудермесе появится еще одно современное общественное пространство. Парк «Место сильных», ставший победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Особенностью нового парка станут оригинальные архитектурные арки, которые станут одним из его главных украшений. Проект предусматривает создание комфортного пространства для прогулок, отдыха и семейного досуга. Открытие парка приурочено к дню рождения первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова. Этот считается как бы полноценный парк города. Сюда включаются и теневые навесы, малые архитектурные формы, арт-объекты для различных слоев населения, для отдыха, скамейки, пешеходная зона, благоустройство как бы по новым архитектурным требованиям, освещение. После завершения парк станет новым общественным пространством для жителей Гудермеса, а современное архитектурное оформление сделает объект одной из новых достопримечательностей города. центре айн бульвара. Гудермесский район туқодях снег жду, асфальтированные дороги, потом тротуар жду, практически не была биланс, асфальт хиланс, метрич баши снаят, тротуар жду, масанабеш. Помимо этого, высотки шуешь, дома жду, нагандеш. Открытие парка с нетерпением ждут и жители Гудермеса. Среди них 21-летний Адам Канаев. Почти каждый день, проходя мимо строительной площадки, он наблюдает, как будущий парк постепенно приобретает свои очертания. Молодой человек признается, что с появлением нового общественного пространства в городе станет еще больше возможностей проводить время с семьей и друзьями. Подобные проекты, отмечают жители, делают город комфортнее, а слова благодарности за внимание к благоустройству города они адресуют главе администрации Гудермеса района. Это будет иметь очень огромное значение для нашего города, потому что подобные благоустроенные проекты улучшают жизнь всех жителей нашего города. С каждым новым объектом Гудермес становится современнее и комфортнее для жизни. И парк «Место сильных» станет не просто очередной благоустроенной территорией, а местом, где будут встречаться, отдыхать и проводить время жители разных поколений. Дани Хамидов, Саид Амин Мусаев, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.